Обновленная набережная Диоскуров завораживает с первого взгляда. Пространство преобразилось до неузнаваемости. Визитная карточка Сухум объединила историческое наследие, современную инфраструктуру и новые возможности для туризма. Общая протяженность участка 1920 метров, площадь 13,7 гектара. Торжество момента чувствуется во всем. Набережная Диоскуров стала одним из самых масштабных проектов благоустройства столицы за последние годы. Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить атмосферу исторической набережной и одновременно создать современную, комфортную, долговечную городскую среду. С завершением масштабных работ горожан и гостей республики поздравил глава государства, подчеркнув значимость события. Действительно, сегодня мы находимся на очень важной церемонии, исторической церемонии окончания реконструкции набережной, которая является особым шармом нашего города. Хотел бы поблагодарить инициатора, человека, который очень трепетно, искренне относится к нашей республике, к нашей столице, человек, который родился в этой замечательной республике, Сергея Владимировича Кириенко, за ту поддержку, за то отношение, которое он проявляет к нашим согражданам. Президент также особо отметил роль братских республик Татарстана и Башкортостана, напомнив об их неоценимой помощи в период Отечественной войны народа Абхазии. Довольно-таки глубокие исторические связи соединяют наши народы в самый тяжелый период времени, когда Абхазия воевала за свою свободу и независимость, в том числе Республика Татарстан и Республика Башкортостан оказывали неоценимую помощь. Это, конечно же, поддержка медикаментами, медицинскими работниками, это товары первой необходимости. Сегодня эти добрые традиции заложены и Владиславом Ардзенба, и Муртазой Рахимовым, Минтимиром Шаймиевым. Сегодня эти традиции продолжаются благодаря руководителям этих прекрасных республик. Будущий облик набережной был согласован с градостроительным советом и одобрен самими сухумчанами. В 2025 году за предложенную концепцию проголосовали более 12 тысяч жителей столицы. Прежние бетонные колонны освещения, обшитые известняком и пришедшие в негодность, заменены на долговечные гранитные опоры. Подпорная стена облицована гранитом, уложено покрытие с гранитной крошкой, восстановлены исторические плафоны, обновлены инженерные коммуникации, установлены мраморные вазы и современные павильоны. Мы, сухумчане, очень долго ждали этого момента. Сегодня мы присутствуем на празднике открытия нашей набережной. Очень долгое время наша набережная требовала обновления, но мы все равно ее любили всей душой и любим, продолжаем. А сегодня очень радостно от того, что она такая красивая, сияет, светится. Вот один участок вообще такой белоснежный в контрасте с морем и очень радует глаз. Я шопарю глаз на мархарал, что дара и ечкана и пштана анки хозги ахашсаха анижна ирчусна я артузбе гахору нам тарзал что дара и бзио гахора аму хайгул год قريب كعصراي ويزو بنسو أما الله كذا جوك نسايكور خرطخو بخلب شرطخو بري نسو أوازق يبشزام جوك أخيشر علوتك جوي جوار علوتك أبري دار خلب شرطخو. Символичным моментом мероприятия стала закладка капсулы времени, в которую поместили послания учащихся школ города Сухум, обращение нынешнего поколения к тем, кто будет жить и развивать наш город в будущем. В церемонии приняли участие школьники из 16 столичных школ. В ней находятся письма и рисунки наших детей. В них нет громких слов, однако есть самое главное – любовь к родителям, школе, друзьям, семье, к родному городу Сухум и нашей прекрасной Абхазии. В них детские мечты, вера в светлое и счастливое будущее. Для меня большая честь сегодня стать свидетелем и участником данного исторического события, как открытие набережной и закладки капсулы времени, которая станет мостом от 2026 к 2071 году, станет символом связи наших народов, символом настоящего и будущего времени.
Глава государства Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава администрации города Сухум Тимур Агырба подписали памятный документ, который затем поместили в капсулу времени. Капсула, заложенная 3 июля 2026 года, будет вскрыта через 45 лет, в год 2555-летия города Сухум. Завершилось открытие набережной символичным проходом воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся школ города Сухум. В их руках были государственные флаги Абхазии и России. С благодарностью от жителей города Сухум, городу-побратиму Нижнему Новгороду за создание светодинамической подсветки набережной была открыта памятная табличка у Брехаловки. Преподнести и оставить на этом месте табличку, которая будет напоминать доброе отношение наших дорогих друзей из Нижнего Новгорода к гражданам Республики Абхазия. С вашего позволения, Почтем за честь. Жазина Ханагуара Мукамке, Абхазское телевидение.